Так, вот, заехали в Канск. Короче, с горы раскочегарился и поворот не попал. Пришлось прямо ехать. Тут такой необычный закат. Как-то в одну сторону солнце, типа вот здесь село красное, в ту сторону нету, а так. Так, ну в Канске не знаю, что за достопримечательности тут. Ну, в целом большой город, наверное, по меркам. Как бы Ачинск, Канск, тут Красноярск, наверное, это такие, ну, наверное, точно там второе, какое-нибудь третье место по жителям. Короче, в пятерку точно входит, наверное. Короче, прокатимся, тогда посмотрим сейчас, что в Канске. Правда, тут долго ехать, может и батарейка сесть. Наверное. Да, вот тут военная часть какая-то. Ну там аэродром есть вот прямо перед спуском к Канску. Я думаю, военную тайну не выдал, там возле трассы прям видно все это дело. Все РЛСки стоят, там все самолеты. Сейчас подвинусь, ага. Все подвинулся. Как-то вроде и две полосы, но что-то по кромочке ехать надо. Я прям... Ну, тут две машины слабо помещаются. Это как возле Рязани, там такое есть тоже. То сначала типа такая широкая одинарная полоса, что все не поймут, что там делать. Обгонять, не обгонять, как-то впритык. А потом такая же узенькая, как-то на трассе скорости высокие, такие зазоры, как-то вообще не знаю, как они дорогу такую строили. Ну, кто на Рязань ездит, знает, там, когда днем едешь, прям неудобно, все как-то едут, все это рядом как-то. Ну, сейчас, может, мы прокатимся и в обратную сторону, тут, уже говорю, могут развернуть. Там объездная, она получается, ну, тут затяжной спуск и прямо крутой поворот налево, чтобы уйти на эту объездную. Там, не знаю, я на горняке спускался, там 90. Ну и, короче, спустился прямо. Нормальная такая отмазка у меня, в общем, опять. Ну, я потихоньку еще, без перегруза, без ничего. Так что мост там, думаю, не упадет у них. Хотя бывают случаи, да. Ну, только в целом, видите, хорошая дорога здесь все. Ну, это типа объездная какая-то здесь, частный сектор в основном, а центр там дальше. Я как-то неправильно поехал, там возле администрации покатался, где елка у них там стояла на площади. Зимой что-то я заблудился чуть-чуть. Уже воскресенье вечер, в общем, тут как-то свободненько все. Только у меня что-то... А у них знак «Уступи дорогу». Только он что-то, я не понял, не собирается, что ли. Взял мне это, заставил решение принимать, тормозить, не тормозить. Че тебе, елки? Куда мне деваться?
Красным аж выскакивает на том томе. Красным светом. Не, ну вроде знаков пока не было тут грузовикам, я не знаю там где они появляться начинают. Там в начале на въезде был, сейчас нет его, по-моему. Видно, вот до промзоны можно ж ездить здесь. Там получается кусочек вот здесь. Хотя не знаю, тут дальше нигде нету их. Или я, может, что-то не досмотрел. Так, мне надо опять ускоряться. Че я все время на желто езжу? Ну так получается уже, наверное, второй раз, да. Не, на желтый можно, когда в накат, что мне экстренно тормозить. Там еще сзади кто-нибудь зазевается. А тут что происходит? Просто остановились. Или нет, поехали. Непонятно. Ну, короче, какой-то движняк здесь в Канске у меня такой. Ну, так вот, видите, вот тут железка. Там вон станция, контейнеры. Здесь стыки моста. Вот так визуально дорога ровная, а все прыгает и скачет. Пятерочки тут есть тоже. Вот это. Вот тут видите, старинные какие-то дома и все поразрушенное, что-то позаброшенное. Тут ничего выглядит. Что это такое вообще? Видите, какие завороты, повороты. И я как-то вот туда, по-моему, прямо проехал. Получается, в центр приехал. А тут такой раз маленький знак. R255, типа нам туда. Ну, или опять я сейчас заблужусь, не знаю. Что я навигатор не включил. Мне даже как-то я ехал ночью, мне тут получается гаишники едут навстречу, а я вот сюда вот так же завернул, а они вот тут об углу, они меня опять на, ну как угол с другой стороны объехали, и тут же опять на перекрестке со мной пересеклись, но ничего не сказали мне. Может, то просто были, правда, не ГИБДД, а просто что-то мне уже кажется, что я куда-то не туда еду. А, нет, все, туда еду, правильно. Ну, вот частный сектор здесь. Ну, в принципе, классная экскурсия вечерняя, что по Канску. Вот он, значок вот этот, тут на него надо обращать внимание. А то они просто там вначале пишут Иркутск там. Иркутск, а потом просто R255. Ну, как хочешь, в общем, это. Ну, фур пока навстречу не было, не знаю. Что-то тут никто не ездит, наверное, из фур. Это вообще без света. А, не, вот кто-то едет. Ратуленчик. Ну, ну все правильно. Вот это сейчас выезд на мост, да.
А я все время раньше, получается, ездил с моста не сюда заворачивал, а туда прямо. И там, получается, мимо администрации все время проезжал. Вот, теперь в Иркутск, видите, написано по знаку. Так, это что, мне тут уступать им надо? Или кто больше, тот и прав? Не. Ладно, уступлю, ага. Я уже сзади забригадирил банду, тут катятся за мной. Так, все за мной. Не разбегаться. Иркутск, раз и направо, прямо вот здесь, вот в кусты, видите, знак. Оп. Тут Газпром есть, да? Ну, на него так на грузовике не зарулишь. У меня, кстати, да, топлива уже четвертинка. Я сейчас в лес уеду. Там что-то заправок как-то и нету, наверное. Мне не хватит. Ну, я заправил в тот бак. Оно пока уравняется там. В этот не заправлял в основном, а где датчик стоит. А маленький залил. И он, получается, как на месте у меня все время стоит. Он, типа, через обратку отсюда подкидывает. Ну, там как инерционный насос с того бака. Обратка подкидывает. И они потом уравниваются. Опа. Это я в Красноярске заправлялся. Я думаю, часа 3 тут я проехал. Наверное, уже уравнялось все. Ну вот знак, видите, нельзя на грузовике. Вот только сейчас появился. Ну типа на выгрузку можно, а у меня выгрузка в той стороне получается, в Якутске. Получается, можно. Тут просто Канская объездная славится своим этим дорожным покрытием. Ее там вроде подсыпали, вроде как она получше стала. Но все равно. Там пыль столбом. Не знаю, там даже вот так едешь, дома рядом, люди живут. Не знаю, как они там живут. Я говорю, вот табуны. Ну вот, видите, машины проехали тоже по городу. И решили в магазинчик сходить, пятерочка. На затарку. А я ничего не затариваю. У меня даже холодильник выключен в машине. У меня есть эти дошираки, чайник и тушенку я купил какую-то. И все. И она так, наверное, будет со мной ездить всю жизнь. Потом ее... Что я просто, если надо будет, нет еды, но я могу не есть просто, да и все. Если 3 дня, ну, типа разгрузочный день будет. Так что я не тарюсь ни в каких пятерочках, ничем. Так, воду покупаю, да и что-нибудь такого полегенькому, печенюшек там иногда. Ну, зацвело здесь уже тоже дерево. Мало таких-то фруктовых. У кого-то вишня, наверное. Ну, это вот почти выехали. Не знаю, правда, на камеру уже вот стемнело, может, и слабо будет видно, но... Короче, посетили, кто не был в Канске, вот, видите. Считай, как побывали. На закате в Канске в выходные. Сегодня 22 мая, воскресенье. По-моему. Да, точно. Так, завтра утром, получается, по Москве я буду 6 суток в пути. Ну, по Москве сейчас 17 часов, еще воскресенье. Так что у меня еще запас есть. А проехал я 5350. Ой, ай, ой, ой, ай. 5350, и осталось мне, получается, где-то 3900 до точки. Ну, если 9200, я имею в виду. А то вечно у меня с этим навигатором и спидометром есть расхождение. При том, что я там в Челябинске заезжал против шерсти, ну, по большему радиусу, там на объездной Вольво. Ну, потом оно еще где-то набегает. Ну, то есть маршрут, когда строит, например, с Питера до Якутии, да, в Яндексе, ну, я вот этот километраж принимаю, а он там половину городов через центры там. Так, вроде
Я что-то уже и не помню, как тут ехать. А, вот так, понял. Как-то так вот здесь, видите, такая мощная развязка. И вот так катитесь, катитесь. И на вот этот мост надо и вот туда. Мост повышенной ушатанности здесь. Видите, у меня поворот, руль поворачиваешь и загорается в поворот лампочка на этом. Ну, на нижних вот сейчас тоже, видите, загорелась руль сюда. Руль туда. Подсвечивает повороты, типа. Ну, сейчас, наверное, плохо видно. Ну, вот я сейчас буду рулить. Так, раз. Угол наклона руля слабый. Вот сейчас загорелось. О, тут асфальт, что ли, положили. Вот этот кусочек новый, да? Блин, а тут... Ай. Что-то как-то я не туда зарулил, по-моему. Можно было посередине ехать. Ёлки-моталки. Ну как это я между колес самые большие ямы пропустил. Еще ладно. Не, да, что-то подлатали, короче, тоже. Здесь потому что было как там. Тут стоянка есть, да. Автомойка. Так, у меня что тут? Не габарит крадется. И вот выезд по прямой. Канск. Так, горняк выключить, это он так переключается все время на низ, если имеет возможность по оборотам. И так чуть-чуть в накат. Ой. Так, дорожка, в принципе, на уровне. Ну как, на уровне по сравнению с полным ее отсутствием. Как бы. Нормально, едем вроде как. Это он что такое везет? Какой-то шайтан. Аппарат, движки какие-то сверху. Так, и мне надо было его мимо него проехать как-нибудь. Наверное, вот я и не проеду, получается, мимо него. Там машины едут, а тут узкая такая дорога на подъем. Короче, мы обречены ехать еще. Вот тут классный парк зимой. Видите, какие горки сейчас. Вот деревянные две горки, и тут на ватрушках гоняют. Ну, льдом заливают этот деревянный, видите, как этот детвора тут гоняют. И у них, видите, скейт-парк, так нормально все. И Ленин показывает, куда ехать. Типа туда, на горках. Ну вот он, Канск был, да, все вот так вот. Короче, мы в сторону выгрузки проехали. Все нормально. Короче, привет всем, кто с Канска. А кто не был в Канске, тоже всем привет. Смотрите, как в Канске дела обстоят. Ну, там наверху уже конец, ну уже что тут доснимать? Нечего. Ладно, в общем, вот такие дела. Давайте, удачи всем.